Среди 50 лучших многоквартирных домов республики Сибайский дом номер 10 по улице Морозова. Жители выиграли грант в 100 тысяч рублей. В День России в Сибае состоится массовый велопарад. К участию приглашаются все желающие. Дарить людям тепло и надежду. Сегодня в России отмечается День социального работника. Теперь об этом и другом более подробно в эфире выпуск новостей в студии Наиля Ахмедшина. Здравствуйте! В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства республики прошла церемония награждения победителей конкурса «Лучший многоквартирный дом». В нем приняли участие 143 дома из 18 муниципалитетов. 50 лучших получили премии в размере 100 тысяч рублей, которые должны быть направлены на содержание дома и прилегающей территории. Среди победителей 21 уфимская многоэтажка, 6 домов Ишимбая, 4 Салавата, по 3 дома в Кумертау и Учелах и 1 дом из Сибая. В лучшем многоквартирном доме города побывала наша съемочная группа. Претенденты на звание лучшего многоквартирного дома оценивались по таким критериям, как оформление подъездов и поддержание в них чистоты, техническое состояние конструктивных элементов, лестничных клеток, инженерных сетей и фасадов, освещение мест общего пользования с учетом применения энергосберегающих технологий, наличие приспособлений для перемещения инвалидов и маломобильных групп населения. Всем этим критериям многоквартирный дом по адресу улица Морозова, 10, построенный в 2006 году, полностью отвечает. Помимо комфортных условий, здесь создан идеальный порядок, который поддерживают сами жители. В этой квартире с 2012 года. Для того, чтобы поддерживать чистоту и порядок, смотрим, дети на улице бегают, за ними присматриваем, чтобы не бегали, не ломали ничего. А так вроде все нормально. В конкурсе «Лучший многоквартирный дом» товарищество собственников жилья «Газовик» участвует уже во второй раз. Первый выигранный грант жители потратили на установку детской игровой площадки во дворе дома. На этот раз намерены направить денежные средства на совершенствование систем безопасности и освещения. Участие в конкурсе «Лучший многоквартирный дом» позволяет решить некоторые насущные проблемы ТСЖ. В этом году планируется заменить аналоговые камеры видеонаблюдения на цифровые и заменить светильники внутреннего освещения на светодиодные. Ринат Музафаров, Айгуль Хамитова, Радмир Сингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. Совсем скоро всех граждан страны ожидают 3 выходных дня. Это положенные законом суббота и воскресенье, а также понедельник, 12 июня, когда отмечается День России. В честь праздника с 11 часов утра на площади будет организована концертная программа. Также состоится велопарад. Подробнее о нем в специнтервью нашей программе председателя городского комитета по делам молодежи Альфира Валитова. Уважаемые сибайцы, гости города, студенты, молодежь, старый млад, я вижу, как вы начинаете потихонечку приобщаться к велосипедному спорту. Все больше людей у нас переходит на этот двухколесный транспорт. И поэтому 12 июня, в День России, на Центральной площади мы все с вами соберемся для того, чтобы пройтись по улицам города в торжественном велопараде. Сбор участников на Центральной площади ожидается с 11:30, а в 12:00 будет объявлен старт всей вот этой велокоманде. Ожидаем массовое участие, поэтому каждый приходите, будет возможность на месте взять в аренду велосипед. Тем, у кого нету, приходите, кто на трехколесных, кто на двухколесных, на четырехколесных велосипедах. Мы рады всем. За здоровый образ жизни. Сегодня, 8 июня, отмечается День социального работника. Это профессиональный праздник тех, кто помогает всем слабо защищенным слоям населения. Каждый день они работают для того, чтобы люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, чувствовали, что не одиноки. В этом направлении активно работают специалисты Сибайского центра социального обслуживания населения «Азатлык». Здравствуйте, тетя Маша. Здравствуйте. Как у вас дела? Все нормально.
Утро у социального работника Гулькай Газизовны Махмутовой начинается насыщенно, ведь у нее на попечении 14 человек. О каждом из них нужно позаботиться и не просто сделать свою работу, а вложить в это дело душу. Ведь именно этого от социального работника требует само призвание. Среди обязанностей – поход в магазин за продуктами, оплата квитанций, помощь по хозяйству, общение и моральная поддержка. Вот уже 15 лет Гулькай Газизовна заботится о пенсионерах и дарит им душевное тепло. Сегодня в числе первых она пришла к Минджиян Хаматлатыповне. Женщина-инвалид 3-й группы, живет одна. Прихода социального работника она ждет с нетерпением. Ведь за прошедшие 7 лет они привыкли друг к другу и стали почти родными. Конечно, скучно без нее. Привыкла я к ней. Как привычка, наверное, вот. Как что-то вот кушаешь, без этого нельзя. Так же без нее нельзя. Привыкла как к родной сестре вроде. У Минджиян Хаматлатыповны остались только внуки, которые по мере возможности посещают бабушку. Несмотря на то, что женщина живет одна, она никогда не унывает. С приходом Гулькай Газизовны делится своими новостями и вспоминает задорные частушки. Где мои 17 лет, где моя Тужурочка, где мои 3 ухажера, Петя, Коля, Юрочка. Профессия социального работника не самая оплачиваемая в наши дни, но для многих представителей сферы это компенсируется искренней благодарностью людей. Ведь для многих подопечных социальный работник – единственная отдушина и надежда. Эта работа мне нравится. Приносить это пожилым людям, инвалидам, как бы радость, какой-то проявлять заботу им. С душой и с добротой я отношусь к своим подопечным. Люблю их по-своему, как самых близких людей. Пользуясь случаем, хочу всех своих девочек поздравить. И я для них приготовила такое небольшое стихотворение. С праздником вас, социальные соцработники наши! Счастья, здоровья, радостных дней! Будут в порядке пусть близкие ваши. Вы же гордитесь работой своей. В работе терпение пусть помогает. Сомнения, проблемы и беды уйдут. Пусть вера с надеждой всегда выручает. А дома пускай вас любят и ждут. Таких, как Минджиян Хаматлатыповна, в Сибае около 400 человек. Помимо них за помощью к социальным работникам обращаются многодетные и малообеспеченные семьи. В общем, работа никогда не стоит на месте. Терпения и здоровья всем социальным работникам желают Лиана Кириллова, Альмира Ишкуватова, Радмир Сингулов, Гульгина Раскильдина и вся телекомпания СТВ. Такими были новости четверга. Впереди выпуск программы «На прицеле». Самую актуальную информацию вы всегда можете посмотреть на нашем официальном сайте sibaytv.ru. В студии работал Наиля Ахмедшина. Удачи и до встречи!